хочу всех поприветствовать, кто пришел на это выступление. Значит, тема моего выступления – это интернет в автомобилях. Это достаточно, на мой взгляд, новая отрасль внедрения интернета, и она сейчас только набирает обороты. Поэтому хотелось бы, чтобы люди, которые в перспективе видят себя в этой области, они получили какую-то информацию о том, что сейчас происходит. Да, а где волшебная палочка? А вот это. Да, спасибо. Да, ну пару слов о своем докладе. Значит, я являюсь сотрудником компании Luxoft. Я работаю в подразделении аутсорсинга на достаточно известную в мире компанию Harman. Работаю с 2006 года и занимаюсь изначально проектами для Harman, связанными с интернетом, с внедрением новых технологий, HTML5 и так далее. Вот, Luxoft – это вот крупнейший провайдер аутсорсинга в Восточной Европе, и те фирмы, с которыми мы сейчас сотрудничаем, именно чисто в автомобильной отрасли, это кроме Harman Bosch, Ford, и планируем привлечь еще каких-то заинтересованных заказчиков. Вот, пару слов о докладе. То есть мы рассмотрим, какое состояние интернета в современных автомобилях, какие используются платформы. Ну, пару слов о том, как разрабатываются приложения для автомобилей. И, в принципе, по ходу презентации будем рассматривать, что делать для того, чтобы быть успешным на этом рынке. Ну вот изначально автомобиль являлся лишь средством передвижения. Здесь два, в общем-то, наверное, великих автомобиля, которые являются одними из самых массовых в мире. То есть автомобиль Ford и Toyota Corolla. То есть Ford это был, в общем-то, первый человек и первая компания, которая максимально серьезно подошла к автомобильной индустрии. Ну и, в общем-то, изначально автомобиль – это просто средство передвижения, которому нужен только водитель и бензин, чтобы приносить пользу. Современный автомобиль, он получил компьютер, который, в общем-то, самое такое на данный момент, самая большая веха. Получил навигацию, мультимедиа, интернет тоже, в общем-то, уже присутствует в современных автомобилях, но пока что он ограничивается в основном интернет-браузером и, может быть, какими-то достаточно еще слабо развитыми интернет-сервисами. Вот, но эта индустрия все больше и больше набирает обороты. Вот давайте рассмотрим те платформы, на которых сейчас базируется построение компьютерных систем в автомобиле. То есть они разделены на две части. Красненькая – это такая как бы ключевая часть, в которую автопроизводители стараются никого не допускать, потому что там находятся все ключевые системы, без которых автомобиль просто сейчас не поедет. И вторая важная часть, на которой автопроизводители собираются зарабатывать максимум денег, это инфотеймент-системы. То есть они пытаются добавлять туда новые сервисы, и в том числе и максимум сервисов, связанных с использованием интернета. Из ключевых систем на рынке вот сейчас наиболее сильная это QNX. Она прошла несколько уже эволюций, релизов. То есть, в принципе, ее можно назвать сейчас эталонной платформой для множества автопроизводителей. Также Microsoft пытается играть на автомобильном рынке со своей системой, базирующейся на Windows CE. Я не знаю, как там сейчас с Windows 7 и 8, но с CE, в общем-то,
большую часть рынка Microsoft захватить не удалось, и, наверное, по той же причине, по которой Windows CE тоже уже практически ушла в историю. Дальше Genevi — это вот сейчас один из самых интересных платформ, одна из самых интересных платформ, которую пытаются сделать открытой и базирующейся на Linux. Множество компаний участвует в создании этой системы. И Android — это, в принципе, тоже, как можно сказать, rising star, то есть у множества автопроизводителей в голове сидит идея, как же нам все-таки интегрировать Android, но в то же время они сталкиваются с множеством препятствий, то есть а кто будет отвечать за безопасность Android в автомобилях, возьмет ли на себя Google вообще какую-то ответственность за то, что Android выберут как платформу для такого достаточно сложного и дорогого устройства, как автомобиль. И фирма Intel, она в последнее время вывела на рынок свою платформу, открытую, и сделала фокус на использование HTML5. И, в общем-то, она нацелена в основном вот на функции INVI. То есть инвихайка инфотеймент, когда создается максимум каких-то новых приложений и сервисов. В принципе, вот INVI, это, Intel Tizen, это, наверное, самая такая на данный момент инновационная открытая платформа для автомобилей, которую любой, в общем-то, может с сайта Intel скачать и Tizen.org скачать и посмотреть, как она работает. Вот. И Автосар, ну, это больше уже чисто к автомобильной индустрии, то есть это, скажем так, стандарт для разработки софта, вот для как раз вот ключевых компонент системы. То есть, как вы видите, вот на рынке есть борьба каких-то достаточно уже опытных платформ и достаточно крупных компаний, но пока что они, в общем-то, создают такую достаточно конкурентную среду, которая позволяет автопроизводителям выбирать, что для них лучше. В каждом случае это зависит от модели, от целей, которые ставят перед автомобилем автопроизводитель. Сейчас вот очень модно в автомобильной индустрии идея открытой архитектуры, когда есть какая-то открытая платформа, например, та же Genevi, и в ней используются все технологические вещи, то есть они переиспользуются, в общем-то, из открытых комьюнити, из open source. Пишется какая-то, допустим, пишется какая-то специальная часть, там, расширяющая, допустим, возможности этих операционных систем для интеграции с автомобилями, и дается какая-то, скажем так, открытая спецификация на написание middleware. И таким образом, то есть производители заинтересованы в том, чтобы максимально ускорить реализацию каких-то уже достаточно стандартных технических решений. И в дальнейшем они планируют основной упор своих усилий делать на разработку HMI и на интеграцию каких-то приложений. То есть, в принципе, их интересует сейчас, чем завлечь чем-то новым, инновационным своих покупателей, то есть водителей и пассажиров. Вот. И то есть конкуренция предстоит именно вот в этом верхнем сегменте, потому что, в общем-то, в нижнем сегменте уже все, то, что надо, сделано, то, что не хватает, это все мигрирует с платформ мобильных телефонов или же исследуется из уже существующих систем. И, в принципе, то есть открытость платформы сделает возможным сконцентрироваться только лишь на вот верхней части этого слайда. То есть что такое Genevi Альянс? Это бесприбыльный альянс,
достаточно большого количества именитых автопроизводителей, производителей различных устройств для автомобилей, то есть автомобильных компьютеров, мы их называем head-юниты. Это также производители различных сервисов, там, как навигация, всякие дополнительные другие сервисы и большое количество просто вот разработчиков софта, которые заинтересованы в, ну, которым интересны процессы и вообще будущее этой системы Geneva. Вот. Значит, участники не бесплатно участвуют, то есть каждый уровень предполагает свои взносы, но в то же время, то есть они пишут открытую систему, и она, в общем-то, доступна всем для использования как базис для написания в дальнейшем каких-то приложений под автомобили. Теперь вот я хотел бы обратить ваше внимание на то, почему вы вообще решили использовать open source. То есть фактически идея в том, метафора, чтобы не изобретать велосипед. И планы достаточно амбициозные, так как планируется, что 80% кода этой платформы будет просто open source, то есть стеки Bluetooth, стеки Wi-Fi, множество других технологий, в том числе веб-браузер, множество других компонентов. И вот лишь вот этот маленький квадратик, состоящий из двух порций, 15% это будет адаптация под какие-то конкретные автомобильные устройства, и 5% это абсолютно вот новый код, который будет писаться с нуля. То есть в целом вот эта схема говорит о том, что желание, скажем так, не тратить усилия и деньги на написание того, что уже есть, оно достаточно огромное и может в итоге получиться что-то действительно стоящее из этого всего. В принципе, вот то, что можно назвать автомобилем будущего, какими свойствами будет обладать, то есть это прежде всего, конечно же, переход на электрические двигатели, это автоматизация, множество процессов, персонализация, безопасность и внедрение клаудов и новых сервисов. То есть, в принципе, сервис — это как раз то, чем хотят завлекать и удивлять своих покупателей и автопроизводителей. В принципе, вот даже последняя новость о будущем автомобилей в том, что Google, насколько я знаю, уже такси для Нью-Йорка решила сделать пробный такой вот шаг. Несколько экземпляров такси будут уже беспилотными, то есть они планируют, что на 50% возрастет эффективность такси по отношению к обычным такси. Вот. Машины могут в перспективе даже плавать под водой, добавляться различные доны там, с различной функциональностью. То есть все это то будущее, которое, я думаю, в ближайшее время нас ждет. Вот. И новые возможности, то есть они достаточно обширные. То есть, в принципе, конечно, много то, что ожидается в автомобилях, оно должно быть чем-то похожим на десктопы, на мобильные телефоны. Но в то же время, конечно, особый упор делается на навигацию, то есть ее расширение. То есть для этого автопроизводители готовы тоже разрабатывать какие-то специальные хардверные платформы с ускорением расчета 3D-моделей, с просчетом дополнительной реальности. И в то же время, то есть огромное значение имеет для них персонализация и возможность смены скинов. То есть вот как будет выглядеть внутри автомобиля, это очень важно. И как раз это планирует создать огромные прибыли для автопроизводителей. Вот статистика прошлогоднего исследования о том, вообще какие функции важны для потребителей в машинах. То есть на первом месте мы видим, что это информация о трафике, причем она должна быть динамической и максимально полной.
обращение к потоковой музыке и также доступ к своему медиаконтенту с домашнего компьютера. Вот. И множество других, и все эти функции так или иначе связаны с использованием интернета, потому что без активной связи с серверами, то есть они просто невозможны. Это схема того, как интернет фактически вот сейчас реализован в HeadUnit. То есть главную роль здесь играют порталы OEM-производителей, вот как здесь пример BMW и Mercedes. То есть основная связь с интернетом происходит через них, основной трафик, и в общем-то это подразумевается как безопасное соединение. И в то же время есть возможность доступа к открытому интернету и есть возможность обращения к третьим каким-то клаудам, например, тому же Google. То есть они, в общем-то, могут, ну, наиболее часто они используются через те же порталы. Смысл в том, что все эти ну, вот два нижних клауда, они, в общем-то, рассчитаны на то, чтобы предоставлять какие-то специальные автомобильные приложения. И то же самое главное – это автомобильные сервисы. То, что, в общем-то, пользователь не может получить напрямую из интернета, поскольку каждый автопроизводитель, он сам как бы маркетинговую модель своей машины прорабатывает и ну, лучше знает, чем интернет, что необходимо предоставлять пользователю. И в то же время на его плечах лежит контроль безопасности, контроль того трафика, который происходит с HeadUnit. Так, хорошо, идем. Да, вот зачем нужны облака в автомобилях вообще? То есть, в принципе, множество сервисов, в основном для передачи различной информации, для информации как бы персональной, информации о дорогах, развлекательной, и все это должно передаваться так, что независимо от того, где находится пользователь, и в то же время, скажем так, с дополнительными какими-то обработкой данных, как вот следующий пример, очень хорошо это демонстрирует. Ахарадио — это фактически клауд, который предоставляет возможность прослушивать интернет-радио в голосовом формате и кастомизировать те каналы, из которых он берет информацию. То есть, например, он может читать голосом, какой трафик в окружении водителя, какие сообщения в Facebook он получает, какие-нибудь там анекдоты читать. Вот. И в то же время он может голосом давать информацию чисто вот транспортного формата от сервиса, который предоставляет Enrix. То есть это пример для iPhone, а это пример той же программы для HeadUnit. То есть, в принципе, вот в интерфейсе разница есть, но по функциональности она везде одинакова. И это как раз вот один из самых востребованных сервисов, которые сейчас в автомобильной промышленности разрабатываются. Мы в том числе тоже участвовали в разработке фронтенда для этого сервиса. Также сейчас очень популярны все сервисы Google, которые дают доступ к картам, доступ к Street View, то есть все это пользователям, водителям очень интересно, то есть когда ты хочешь куда-то поехать, то есть ты можешь полностью получить всю информацию об этом месте, и Street View, и панорамию, и даже, в общем-то, контекстный поиск дает возможность найти все point of interest в твоей точке назначения, установить какие-то приоритеты, по которым ты хочешь их получать, там, по расстоянию, по типу и так далее.
Также очень важны сервисы трафика. Они сейчас, скажем так, получают все больше и больше различных use cases. И есть вот компания, например, как Inrix, специализирующаяся именно на предоставлении информации только о трафике. То есть возможности их, там, допустим, по составлению карт аналогичные там, Google или Яндекс, но информация о трафике значительно более динамична и, соответственно, более, скажем так, интересна для конечных потребителей. И очень большая область для развития – это location-based сервисы. То есть сейчас, в общем-то, насколько я знаю, ни у одной крупной компании эти сервисы еще не интегрированы в их конечные продукты, но многие этим занимаются. То есть смысл понятен в том, что когда человек движется в автомобиле и в то же время он является пользователем множества этих сервисов, он хочет получать из них максимум location-based информации и обмениваться ей со своими друзьями, знакомыми в социальных сетях. То есть, в принципе, вот сейчас я могу сказать, что реальные use cases, которые реализованы, это интеграция с Facebook, с Twitter. То есть они пока еще не вышли в продакшн, но в принципе приложения были нами созданы, и в дальнейшем мы планируем, скажем так, добавлять все новые и новые location-based сервисы и создавать на их базе какую-то общую платформу, когда пользователи, то есть предоставить пользователям выбор, в каких системах, из каких систем они хотят получать информацию. Как-то, опять же, стоит вопрос, как эту всю информацию агрегировать, как ее обновлять. Ну, то есть все это будущее вот для новой платформы, связанной с location-based сервисами. Также Car-to-Car – это, в общем-то, технология связи между автомобилями, но она очень многогранна, то есть она может быть как на каком-то аппаратном уровне, типа там NFC или Wi-Fi, но в то же время она вполне может расшириться с использованием интернета как транспорта для различной информации, и в итоге вполне вероятно создание социальной сети между автомобилями, потому что автомобиль, в принципе, тоже в какой-то мере можно ассоциировать с каким-то достаточно автономным объектом, тем более множество функций, которые автомобиль выполняет для человека, то есть позволяет ему интегрироваться с какой-то инфраструктурой. Еще очень интересная технология MirrorLink. Заключается она в том, чтобы дать возможность водителю использовать свой мобильный телефон в, скажем так, естественном окружении машины, когда он сможет все свои приложения на телефоне перевести в такой специальный режим, в котором не будет, скажем так, каких-то событий, отвлекающих его от дороги, и в то же время он сможет удобно там, с помощью кнопок на руле управлять любым своим приложением. То есть, в принципе, конечно, это нельзя сказать, что сверхновая идея, в чем-то похожа на Remote Desktop, но, в принципе, для автомобильной промышленности это большой прорыв, и в том числе, если сейчас основные планы – это соединение по USB и Wi-Fi, то в будущем вполне возможно, когда человек забыл телефон дома или он просто может его с собой не брать, он может просто соединяться с своим телефоном, оставшимся дома по новому стандарту связи LTE, и использовать все его функции. Вот. Также важно для разработки программ под автомобили учитывать те
особенности интерфейса, которые есть в автомобиле, то есть они абсолютно уникальны и отличаются даже от мобильных телефонов, поскольку очень большое значение имеет использование механических каких-то элементов управления, и очень большое значение имеет полный контроль над тем, как, в общем-то, водитель ведет себя за рулем. То есть, когда ни одна программа не может, в общем-то, отвлечь его там каким-то сигналом и вообще не допускает вообще никаких вариантов использования, когда человек может отвлекаться от дороги. То есть, там, допустим, на ограничениях скорости отключаются какие-то слишком уж интерактивные функции, и человеку просто как бы нет возможности ими пользоваться и отвлекаться. Вот, и также удачная, мне кажется. Барышня на картинке явно отвлеклась от дороги. Но на самом деле водитель – это английский автомобиль. Понятно. Да. Это как анекдот, гаишник останавливает. Почему вы едете по правой стороне, сэр? Почему я сэр? Ну, я думаю, что вы в Англии. Но в то же время вот современный автомобиль, он напичкан, в общем-то, различными устройствами, которые могут отвлекать водителя, и задача автопроизводителей в том, чтобы сделать их такими, чтобы, допустим, тот же звук, он как-то динамически позиционировался в машине, что, допустим, на задних сиденьях звук может быть там взрывов, каких-то там какой-нибудь стрелялки достаточно ощутимый, а со стороны водителя будет минимальное воздействие. То есть вот в том числе это компания Harman, она занимается вот такой вот динамикой звука в автомобилях. Ну вот пару слов о тех технологиях, которые сейчас используются. То есть, в принципе, сейчас основная масса софта под автомобили написана на C++, в какой-то мере есть Java. У них, конечно, вот плюсы в том, что достаточно хорошая кроссплатформенность и высокая производительность, но в то же время они все-таки сложны при создании пользовательского интерфейса и для каких-то, там, скажем, аплетов и надстроек, то есть они все достаточно сложные, не дают той скорости разработки, которую ожидают автопроизводители. С другой стороны, есть Flash, который используется для как раз больше графической системы, но, как показала даже наша личная последняя практика, постепенно автопроизводители от него отказываются, и по причине того, что Flash прекратил поддержку мобильных платформ, и по причине того, что сам по себе он очень ресурсоемкий, и это закрытый стандарт, его интеграция требует определенных усилий, то есть, допустим, одна команда интегрирует Flash, все другие пользуются, и в итоге приводится это все к тому, что куча багов, куча проблем, то есть и никто не может в этом разобраться. Сейчас, в общем-то, намечается тренд, что, по крайней мере, для разработки HMI, то есть графических интерфейсов, и для, в общем-то, уже даже создания каких-то новых сервисных приложений, которые именно непосредственно взаимодействуют с пользователем, HTML5 очень серьезно рассматривается. И то есть все вот его плюсы, то, что это открытый стандарт, то, что поддерживается браузерами, и скорость разработки, в общем-то, тоже достаточно высокая, они привлекают автопроизводителей, и потенциал HTML5 очень большой. В одном из, скажем так, обзоров индустрии предсказывалось, что к 2015 году 50% приложений вполне может быть реализовано на HTML5. И HTML5, в общем-то, запускается на движке браузеров, который, я думаю, многим известен по Android, по iPhone. В том числе он же, я думаю, присутствует и на множестве
пользовательских устройств, таких как телевизоры, в том числе он сейчас есть уже и в автомобилях. То есть вот то поколение машин, под которое мы сейчас разрабатываем, мы, в общем-то, и интегрируем из open source community этот движок WebKit. И то есть это говорит о том, что, скажем так, распространение этого движка, оно очень сильное, и HTML5 как раз WebKit позволит HTML5 выполнять с большой эффективностью. Также пару слов хочу сказать о тех интерфейсах, которые мы планируем использовать. То есть, в принципе, мы такие делаем проекты, которые в основном занимаются интеграцией каких-то интерфейсов, каких-то сервисов. Вот. Но в то же время мы, скажем так, рассчитываем в будущем какую-то работу делать по написанию этих сервисов. То есть, в принципе, сейчас для веб-сервисов два основных интерфейса SOAP и REST плюс JSON. То есть SOAP — это легкий протокол доступа к объектам. То есть он, в принципе, легкий в использовании, но не совсем легкий в написании тех механизмов, которые будут эти объекты создавать. А REST и JSON, они более, скажем так, компактные и вот более читабельные, что облегчает их использование в разработке. И в то же время вот хорошо интегрируются с HTML5 и JavaScript. То есть для будущих приложений они будут весьма интересны. Хорошо, я хотел бы подвести итоги того, о чем мы говорили. То есть внедрение интернета в автомобилях, оно масштабно неизбежно. Разработка достаточно схожа с разработкой под мобильные устройства, но в то же время имеет свою значительную специфику. HTML5 и WebKit — это реально уже одна из возможных будущих платформ для автомобильных компьютеров. Open source все более интенсивно проникает в автомобили. И самые главные перспективы на рынке связаны с новыми клауд-сервисами. То есть как раз именно разработка сервисов — это то, чем вот сейчас, наверное, стоит начинать заниматься и предлагать на рынок. Вот. Ну и компания Luxoft, то есть поскольку мы уже, в общем-то, имеем достаточно хороший опыт длительных отношений с нашими заказчиками, и выполняем для них достаточно такую серьезную работу и предлагаем, в общем-то, то, что есть у нас, те сервисы, мы тоже готовы, скажем так, находить партнеров в нашей стране и, в принципе, в мире для того, чтобы как-то вместе участвовать в создании этих новых сервисов. Все, я благодарю вас за внимание. Спасибо. У меня есть, я думаю, что будут сейчас вопросы. Если у кого есть вопросы, вот подходите к микрофонам. У меня есть один вопрос. Вот смотрите, выступал до этого Николай, рассказывал про разработку под телевизоры. И там есть уже какой-то маркет, там разработчик может создать приложение, разместить в маркете, начать продавать, получать за это деньги. Правильно ли я понимаю, что какого-то рынка для приложений под автомобили еще не существует? То есть это все в софт под заказ от крупных каких-то вендоров? Или все-таки есть, или там планируется в ближайшем будущем? Ну, вот как раз я думаю, это очень хороший вопрос. И весь позитив ситуации заключается в том, что фактически маркетов еще нет, но каждый крупный производитель хочет иметь свой маркет. И технологии, конечно, тоже будут отличаться, но достаточно, скажем так, большое массовое производство автомобилей существует, и плюс каждый производитель, в общем-то, софт для своей линейки автомобилей делает очень похожим, то есть рынок достаточно большой. И пока этих маркетов еще нет, то есть есть возможность как-то войти в эту индустрию и создавать программы. Хотя в то же время есть риск в том, что модель
по которой автопроизводители будут впускать в свои маркеты, она тоже пока абсолютно не ясна, но вполне возможно, что она будет более жесткой, более сложной, чем у Apple или там, Samsung. То, что она должна быть более жесткой, наверное, это правильно. Да, она будет более жесткой. Это не мобилка и не телевизор. Но в то же время автопроизводители заинтересованы в компаниях, которые могут под их сторы писать приложения. В принципе, таких компаний пока что на рынке нет. Хорошо, но если я собрался вот сейчас вот разрабатывать под автомобили, мне стоит, я так понимаю, больше обращать внимание HTML5, вот, на эту платформу, а не на какие-то другие? Или все-таки стоит там рассмотреть, вот вы перед этим в самом начале рассказывали, там, Gemini, да? Ну, я могу ответить так, что, наверное, стоит обращать внимание и на HTML5, и на Android, но по моему личному опыту сейчас HTML5 все-таки уже даже больше приложений, больше производителей, которые собираются поддерживать HTML5. Понятно, спасибо. Есть еще вопросы? Да. А просьба, вот микрофон. Раз. О, работает, прикольно. Вопрос такой. Собственно, у меня в самом автомобиле, я давно сюда хочу к RPC, и вот я вижу, что основная платформа – это как раз Windows CE. Почему? Потому что на автомаркете очень много Windows CE навигаторов, на которые ты можешь поставить то. То есть это, в общем-то, уже какой-то App Store и уже какие-то приложения. То есть это уже сформировавшееся, в общем-то, комьюнити. Насколько это ваш конкурент, не конкурент, и вообще на автомаркет? Как вы смотрите? Ну, на автомаркет это действительно в какой-то мере конкурент, но с другой стороны, скажем так, автопроизводители, они больше заинтересованы, естественно, в продаже хед-юнитов и в продаже софта сразу с конвейера. Но вы же не автопроизводитель. Тем более автопроизводитель, я вам скажу, что эта штука будет стоять только в люксе. А даже в нелюксовых комплектациях это все равно будет автомаркет. То ли оригинал, то ли не оригинал. Ну, скажем так, во-первых, автопроизводители заинтересованы в создании, опять же, своего какого-то потребительского комьюнити. И, соответственно, они задумываются о том, чтобы как бы задавить автомаркет, поскольку им важны эти новые пользователи. То есть они не могут сделать бизнес только на одних люксах. То есть понятно, что массовость это в основном там машины до 40 тысяч. Соответственно, это они все... Давить. Музыка – это автомаркет. Ну да. Даже пойдет это все entertainment. Да, но... Скажем так, автомаркет, опять же, он не будет наверняка настолько интегрирован с порталами производителей, как родной компьютер. А чем портал именно производителя будет в смысле интертеймента лучше, чем портал? Ну, здесь речь идет не только... Я согласен, да. В плане интертеймента, но это лишь узкая область. То есть, кроме интертеймента, есть огромная информация о навигации, point of interest, информация о трафике. То есть это все интегрируется на порталах производителей. И автомаркет к ним не имеет прямого доступа, такого широкого, как родной. Вы описали Google Maps с проб или Яндекс. Да, это альтернатива. Это именно очень такая конкурентоспособная альтернатива, но в то же время Google все-таки он пока что еще не заявил о себе как об автомобильной компании. Множество сервисов, которые, допустим, поддержка пользователей, там road assistance, всякие там emergency службы, то есть это все сейчас в основном интегрируется через порталы. И управление машиной, то есть какие-то настройки, это все тоже идет через порталы. То есть возможность какие-то application, там, допустим, конкретно для BMW или для Daimler скачивать, возможность обновлять какие-то интерактивные там help и все это. То есть, ну, для меня это, вот, то, как вы описали, звучит как open source vs closed source, если честно, это так, чтобы завершить свой вопрос. Ну, возможно.
Еще один вопрос можно? Вы сказали, что вы оптимизируете WebKit под вашу платформу там мобильную. Какие проблемы? Просто я знаю, что в телевизорах же не на WebKit'ах все работает, да, на опере какой-то, и она достаточно корявая. То есть какие проблемы? Что? Хорошо. Проблематика WebKit'а, если вы его встраиваете в автомобиль. Чего вам не хватает, что вы там оптимизируете? Ну, в первую очередь, это потребляемая память и стабильность. Нормы в разрезе HTML5 меня больше интересуют. То есть... Он необходим для того, чтобы поддерживать все те же функции, которые, допустим, поддерживает Opera, но Opera стоит денег. То есть автопроизводитель не хочет платить за Opera, он хочет просто взять открытый WebKit и, в общем-то, то есть он работает с каким-то сервисным провайдером, как, допустим, Luxoft. Он вкладывает деньги в этот сервис, но в то же время он не платит лицензионные отчисления, которые бы в случае покупки были бы очень существенными, значительно больше, чем усилия по интеграции. Ну ладно, спасибо. Все, вопросов нету. Мы можем поблагодарить. Да, всем спасибо.